Жильцы одного из домов в Кирзаводе в Якутске. Многоквартирный дом тонет в фекальных водах. Вот уже 10 лет люди вынуждены дышать зловонными испарениями. В ситуации разбиралась наш корреспондент Ульяна Шагина. Около 10 лет жители дома на Заводской 19/1 вынуждены дышать этими фекальными испарениями. 4 года живу, но, как я знаю, здесь постоянно топит. Постоянно здесь в подъезде вода, дом трещит. У нас даже стены разошлись, запах идет, дети постоянно болеют. Дом из-за постоянной влаги просел, жители первых этажей вынужденно съехали. Но и на втором немало проблем. Лейла Абдулаева живет в этом доме с мужем и 2 малолетними детьми 10 лет. Говорит, такая картина наблюдается круглый год. Проблема постоянно. Домой попасть не можем, выходить не можем. Холодно в квартирах. Мы в подъезде остались 2 семьи. Вот эту доску вчера сами притащили, потому что пришла домой попасть не могла никак. Звоню мужу, я говорю, выходи, говорю, никак не могу попасть. Он тоже, что принесет из дома? Вот притащили доску и кое-как нашли домой. В этой квартире уже 5 лет никто не живет. Хозяева вынуждены снимать другое жилье. Из-за постоянной влажности дом трещит по швам. Входные двери в некоторых квартирах уже не стыкуются. Люди попросту боятся за свои жизни. В любой момент верхние этажи могут провалиться. Такую картину здесь можно наблюдать каждую зиму. Дом признали аварийным еще в 2015 году. Люди ждут расселения и каждую зиму вынуждены тонуть в собственных фекалиях. Управляющая компания «Арктик Строй», обслуживающая дома в этом районе, снимает с себя ответственность, обвиняя во всех бедах самих жильцов и компанию «Теплоэнергия». До этого времени он как-то грелся, этот дом. Вдруг появился теплоэнергия, он перестал греться. Плохо в том, что люди тоже не платят. Но задолженность очень большой. Если они 100% платили бы, хотя бы 90%, мы могли бы, никого не спрося, и сделать капремонт дома. Но средства не хватает. Проблем добавляет и соседний дом. Из-за сильного холода в квартирах соседи вынуждены постоянно сливать горячую воду, чтобы хоть как-то поддерживать тепло. Мы ответственны за то, чтобы в дом подавался теплоноситель с определенной характеристикой. Жалобы были по 19/6. Да, у нас ведется мониторинг. В неделю 2 раза мы всегда приезжаем, вне зависимости, есть заявки на холод, нету. По словам МУП «Жилкомсервис», работники откачивают септику дома и днем, и ночью. Действительно, фекальные машины к приезду съемочной компании работали. Но это никак не спасает ситуацию. Дом как тонул, так и тонет. Страшно даже подумать, что им предстоит прожить в этом доме еще 5 лет. Именно к 2023 году должна подойти их очередь на долгожданное расселение. Ульяна Шагина, Георгий Григорьев, Якутск.